В первый день чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по биатлону наши спортсмены показали высокие результаты. Весь пьедестал среди юниоров достался спортсменам из Коми. У мужчин все не так ровно. В спринтерской гонке конкуренцию нашим составили гости из Мурманской и Вологодской областей. Среди женщин представители Архангельской области. Несмотря на то, что в протокольных списках не было и 3 десятков фамилий, организаторы уверены, время большого биатлона в Коми еще придет. Виктория Палкина знает почему. В этом сезоне наших биатлонистов тренируют приглашенные специалисты. Наставники молодежной сборной России Роберт Кабуков и Юрий Майоров работают со спортсменами из Коми уже с мая. За плечами и учебно-тренировочные сборы, и несколько серьезных стартов. Пока мы просто тренируем их, мы ничего не планируем. Будем планировать к концу марта, когда начнется первенство России. А сейчас задача такая — попасть в тройку, скажем. Моя подготовка шла долгая, начиная с мая месяца. Было очень много народа проверено. К сожалению, в Коми очень мало биатлонистов. На этих соревнованиях Коми представляли 10 биатлонистов. Лучший результат среди мужчин показал Константин Филиппов. Он стал вторым, проиграв лидеру чуть больше 2 секунд. Главную конкуренцию хозяевам трасс составили мурманские спортсмены. Чемпион сегодняшнего спринта – заслуженный мастер спорта России Александр Кочановский. Впрочем, в его успехе никто не сомневался еще на старте. Давно не было соревновательной практики. Сейчас перешел уже на тренерскую работу, поэтому здесь пробежался в свое удовольствие, можно сказать. Вот. С погодой не повезло, прохладненько, поэтому из-за этого не справился со стрельбой на стойке, на 2 круга штрафных зашел. О проблемах со скольжением говорили практически все биатлонисты. И если на первом огневом рубеже на 0 отстрелялась треть спортсменов, то ко второму многие явно подустали и через одного уходили на штрафные круги. Трасса тяжелая, первый раз здесь, рабочая очень. Неправильно рассчитал силы, первый круг начал слишком быстро. На последний не хватило уже. Уже завтра в программе соревнований «Масс-старт». И если верить метеопрогнозу, биатлонистам придется еще труднее. Температура опустится ниже 20 градусов. Но пока об отмене второго дня чемпионата Северо-Запада речи не идет. Виктория Палкина, Константин Стратиенко, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.